Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Это не стример. Вот он, стример, да. Общайтесь, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Хорошо. О чем общаетесь? Предлагайте тему обсудим. Война между Россией и Украиной. Ну сейчас начнется! А объявление войны когда было? 22 февраля 24 февраля 22 года. Было объявление. Да. А до этого что было? А где это можно прочитать? На Google. Где на Google? На Google. Ну кто объявил кому войну? Путин. Ты что, больной или ударился? Серьезно? Да. Путин объявил войну? Конечно. И? Так вот, ваше мнение по этому поводу? Где это могу прочитать? Да елки-палки, я еще раз говорю, на Google вы можете зайти на Google. Ну, назовите мне указ, номер указа, где наш главнокомандующий Владимир Владимирович сказал, надо. Да. Да. Где это можно прочитать? 24 февраля 22 года. А до этого что было? На территории Украины до этого что было? А ничего не было? Не, Минский 1, Минский 2, не. Нет. Не было? Минских 1, Минских 2. А что такое Минск? Зугрыса. Соглашение. У вас можно спросить, а что такое, у вас можно спросить, что такое Минские 1? Минские соглашения, да. Минские соглашения? Да. А соглашения о чем должны были? Вот, как О бы, прекращении войны на территории Украины. Так там не было войны. Пока Путин не вел... Аллея ангелов появилась в каком году? Еще раз объясняю, когда... Аллея ангелов в Донецке и в Луганске когда появилась? Ребята, перебью. Это человек, который я зашел на зарубежную чат-рулетку, переманил его сюда, купил премиум, специально поискать стримеров, сделать вам контент. Он... Хороший мальчик. находится в Нью-Йорке. Он... батя, подскажи, откуда ты? Бруклин. Нет. Я Бруклин, да. В Бруклин, да. А до этого жил где? Днепр. Все, извиняюсь. А это в каком году Днепр-то это? Вы родились в каком городе? 97-й год я уехал оттуда. А родились вы в каком городе? Днепр. Нет, вы врете. Я родился в Днепре. Прям в реке? Нет, в городе. Или в коляске мотоцикла? Ребят, и очень интересно будет почитать комментарии на ВК Видео Лайв. Я читаю, смотрю. Извиняюсь. Вы родились в Днепропетровске. А до Днепропетровска, Екатеринослав, это что было? Можно вам сейчас сказать? Дело в том, Екатеринослав, это что такое? Екатеринослав — это Днепропетровск, бывший. Но дело в том, что когда мы... А когда был референдум на территории города Днепропетровск, чтобы его переименовали в Днепр? Можно меня не перебивать, пожалуйста? Был референдум. Референдум был? Можно меня не перебивать? Так я еще раз скажу, что дело в том, референдум что был? жители... Можно меня не перебивать, пожалуйста? Я прошу просто. Так вот, смотрите. Дело в том, что когда я жил в Днепропетровске, как вы говорите, да, мы как бы никогда не называли этот город Днепропетровск. Мы всегда его называли Днепр. Мы никогда не называли его Днепропетровск, потому что нам не нравилось. На тот момент, нам не нравилось, что назвали Днепропетровск, потому что там Петровский был. Понимаете, это имя Петровский нам не нравилось. И мы всегда говорили, что это Днепр.
как называется река Днепр, так же самое называется город Днепр. Мы никогда не называли его Днепропетровск. И когда... Лжешь, собака! Если вы меня спрашиваете, когда вы уехали, откуда вы уехали, я говорю, что я уехал с Днепра. Я уехал не с Днепропетровска, а с Днепра. Я всегда жил в Днепре. Понятное дело. Прям под водой жили. Или в коляске мотоцикла. Нет, я жил в Днепре. А что уехали? У меня, скажем так, жена еврейка. Но бывшая жена. И что дальше? Давным-давно бывшая. А потом как бы родился ребенок, и все ее, скажем так, ее родственники, они все уехали в Америку. Когда они уезжали, они мне сказали, что ты поедешь туда? Я сказал, что я не хочу поехать. И когда родился ребенок, я сказал, что вы понимаете, что я не американец, я не хочу быть в Америке. Но при этом они сказали, вернее, моя жена сказала, ты понимаешь, что я хочу поехать в Америку, и ты должен поехать со мной. И твой ребенок... Почему не в Израиль? Почему не в Израиль? Ну, и потому что все родственники, которые жили у моей тещи, все родственники, они американцы. Так она же еврейка. Правильно. Вы знаете, что в Нью-Йорке 80% правят евреи? Да, немного где правят, не только в Нью-Йорке. Так в том-то и дело. Вот они уехали... Получается, вы каблук. Вы каблук, да? Можно так сказать, да, можно. Я просто похлопаю. Так, референдум был это по поводу переименования города Днепропетровск в Днепр? Ой, вы знаете, я, допустим, по этому поводу я вам ничего не могу сказать, потому что я не знаю, был ли референдум по поводу переименования города Днепропетровска в Днепр. Я не знаю, честное слово, я не знаю. Я здесь живу уже 30 лет. Так давайте вернемся к Минским, что там, объявление войны, где можно почитать, что Владимир Владимирович объявил. Да, Путин сказал, что мы заходим на территорию Украины для того, чтобы Врете. как бы... Врете. Нет, он так Врете. сказал. Он так... Перед этим что было? Вам предоставить? Вам предоставить его Перед этим слова? что было? Вам предоставить его слова? Предоставляйте. Пожалуйста. Я беру телефон. И... Okay. И давайте с сайта президента Российской Федерации. Да. Его указ, да. Читайте. Да. Конечно, сейчас я вам сейчас предоставлю. Алис, привет. Путин сказал о господи, мне, звонят. Сейчас. Мы его с тобой раньше, так пересекались. Ну, ты понял меня, кто я такой. Я понял, что тебе нужен для контента вот такого зрителя. Нет. Я его нашел в другой рулетке. Мне контента хватает. Спасибо огромное, мне хватает контента. Просто мне вот интересно вот это подтверждение слов, что они там лучше вливают. Я знаю контент, но я другой человек. А вот тебе с ним будет очень интересно пообщаться. Я ему сказал, здесь у нас семья. Вот Рулет ТВ. Чё? Рулет ТВ. Что такое? Я говорю, заходи. Он зашел, сказал мне слова, иди. Я купил премиум, пригласил. Я говорю, здесь очень много стримеров. Здесь будет очень классно. Да, все верно. Путин сказал о том, чтобы ввести СВО на территорию Украины.
Так СВО или войну? Подожди. Путин прошел этап унижения и извинений. Путин, конечно, не без... Подождите, слова Путина мне не нужны. Мне не нужны там слова какого-то, что ли, блядь. Да, я ж, конечно. Йому урочистості, йому ж треба не просто... Щас, да. О, рідна мова звучит, спевучая. Чат у таежника видеолайф, я не вижу, чтобы там, ну, что-то было по теме. Ребят, давайте по теме. Ребята, чат. пусть балдеют. У меня чат живет своей жизнью, я своей жизнью. Там, там все нормально. Удивился, но я хотел бы, ну, почитать бы такое прикольное. А ви пропускаєтеся думки, що все ж таки оця... Да что ж вы не все украинские каналы там втюхиваете? Подожди. Білого Дому, вона все ж таки відбудеться. Наскільки це може бути сюрпризом для української делегації, тому що напередодні ми нічого про це не говорили, але ми Лейлочка, бачимо привет, дорогая. Зеленського зустрітися з Путіним на Я принял решение вести СВО на территории Украины. Так СВО это что такое? після зустрічі на місці. Чим більше буде готовності з боку Зеленського, тим менше ймовірність. Да опять у тебя эти, блин, мовники. Немає жодного... Зненацька. Вони очікували, що Зеленський відмовиться від такої... А чому? А Зеленський підтримує. Так. Проти мови. Немає сенсу в подібних переговорах. Стратегічно. Бо А позиція... что такое Зугрес? Не мають жодної зони перетину. Житель Днепра, что такое Зугрес? Мати власну суб'єктність. Авиаудары кто наносил по Зугресу? В каком году? Кстати, ебать, мы с тобой так и не познакомились. Как у тебя имя? Території. А у Росії не потрібні території. Да, подожди ты. Не було компромісу, не може бути, відповідно, немає. Да подожди, мне нужно... Freedom, он Freedom тебя звать? включает нам вообще. Вырубай это. Как тебя звать? Меня Валера. Валера, меня Андрюха. Обычный музыкант. Вот, я могу тебе сыграть там вот свой, а я тебе уже играл. Да подожди играть, давай разберем, вот момент, подожди. Вот, понял, да? Авиаудары по Зугресу кто наносил по Луганску? Объясняю, смотри. Когда... В каком году авиаудары были по Луганску, по Донецку? Еще раз объясняю. Да, вот ты мне, дал, ты мне Ну, по вопрос факту. задал, я тебе объясняю. Да. Смотри. Вот когда немец зашел на территорию Советского Союза... Да что ж вот это мыло-то начинается? Вот видишь, ты не хочешь... Когда немец зашел на территорию Советского Союза, вы были 3 года в полной оккупации. И немцы говорили «Русский швайн», так оскорбляли украинцев. Меня слышать, еще раз говорю. Я задаю конкретный вопрос. время, когда Авиаудары немцы по Луганску, по Донецку, по Зугресу, кто наносил, какого числа, какого года? Когда Гиркин зашел на территорию... Когда зашел Гиркин? В 2014 году. В каком месяце? Заходим? Заходим. С какой армией? Численность какая армия была? Рекламная пауза. Я думаю, твоим зрителям будет это приятно. В каком году Гиркин зашел на территорию Украины? Февраль. Февраль 2014 года. А то когда было объявлено? Зачем мне АТО? А то когда было объявлено? Я еще раз говорю, при чем здесь АТО? А то когда было объявлено? На территории Украины. Апрель. Апрель. Гиркин он был кем? Военнослужащим. Нет. Нет. Пенсионер. А кем? А кем он был? Пенсионер-доброволец. Ты что, издеваешься? Нет. Как он А вел ваши войска? добровольцы в Чечне Как он воевали вел против войска? России? Нет? А как он вел Не войска? было? Не было? Как он вел войска? Сашко Билый, какие войска? Какие войска? Где был прорыв войск? Где были стычки пограничников? В этом самом... В котором? В Крыму. В Крыму. В Крыму? Был Да. прорыв?
Да. Ну какой вы тупой! То есть Гиркин взял в охапку Стрелкова, и они с Крыма в Донецк херакнули. Да ты шутник, конечно. Петросян второй. Дело в том, что Гиркин и Стрелков это один и тот же человек. Ну, хоть Гиркин это и Стрелков это один и тот же человек. Прекрасно. Если ты не знаешь об этом. Ну, так он когда? Я тебе уже сказал. Что ты Я тебе сказал? уже сказал. А то было объявлено против кого? Ты не видел кадры, нет? Как мирное население Луганска и Донецка останавливали руками танки. Не видел? Посмотри. Посмотри аллею ангелов в Донецке. Да посмотри авиаудары по ЗУГРСу, по мирному пляжу. Сколько людей погибло от ракет, которые были выпущены с самолетов Украины. По своему же народу. Правильно, потому что Гиркин зашел на территорию Украины. Правильно. Его там еще не было. Ты хочешь сказать, что... Ты хочешь из одного человека, из одного человека... Мы сами по себе бомбили, да? Вот не вы, не вы, это бывшие соплеменники. Но я украинец. Нет. Ты хочешь сказать, что мы сами по себе бомбили? Ты не украинец. Докажи мне, что ты українець. Що? Я українець. Хлопче, відповідай мені, на яке питання відповідає цьому відмінок української мови? Ти хочеш зі мною розмовляти українською мовою? Так я відповідай мені, на яке питання відповідає цьому відмінок української мови? Так я з тобою буду розмовляти українською мовою. Будь ласка, відповідай мені, на яке питання відповідає цьому відмінок української мови? Питання, такого не може, такого слова немає в Україні, питання. Та ти що? Та ти що? Падеж, падеж. На русском падеж. Такого слова нема. Падеж, падеж. Если так будет удобнее. Питание. Таежник, но я не думал, что ты говоришь хорошо на украинском. Я тебе по-русски скажу, ты не знаешь рідної мови. Так я буду з тобою розмовляти шевченківською українською мовою. Шевченко? А кем он был? Да. Ничего, что он писал на малорусском. Ребята, на какой вопрос отвечает седьмой падеж украинского языка? Я тебе так скажу. Таежник, подожди, я просто у тебя не вижу на ВК Видео Лайф вот актива в чате по теме. Да не лезь ты туда. Весь актив в Ютубе. Да, ребята, там так и есть. Там так и есть. Все в Ютубе. На Твиче просто, как будто между собой. Я хочу актива. Да так и не нужен. Мне просто интересен. Просто интересно. Вот мне может человек доказать, что он украинец? Актива дайте, пожалуйста, блядь, на Твиче. Где прописано? В каком документе написано национальность украинец? Что именно? Подожди, таежник, дай, пожалуйста, ссылку на свой YouTube. Да так же, да у меня Твича нету. Модераторы, пожалуйста, дайте кто-нибудь ссылку на YouTube, где адекватный чат. чат. Так же набираешь, как ВК канал называется, так же на YouTube. Спасибо. Так же, один в один. Кого ты хочешь? Покажи мне документ, где прописано такой-то, такой-то, национальность украинец. Подожди, кто именно? Ты ж украинец? Ну да. Докажи мне это. Покажи документ, где прописано такой-то, такой-то, такого-то года рождения, национальность украинец. Окей, дело в том, что я давным-давно, я 30 лет живу в Америке, и дело в том, что я уже давным-давно не украинец. Вот это поворот! Уже давным-давно. Это как? Это как? Это как? Это я просто как бы закрыл. Так это национальность или это гражданство? Украинец. Это национальность или гражданство? Это национальность. И как ты? Был украинцем? А есть такая национальность? Да. Есть такая национальность американец? Американец я, да. Есть такая национальность? Ну, конечно. Да что ты, черт побери, такое несешь? Нет. Это гражданство. Американцем может быть эфиоп, я не знаю, там, русский, украинец. Это гражданство, это не национальность. Это не национальность. Гражданин Америки. Ну, так это не национальность. Так ты отказался от всего украинского, да? Кого-то ты мне напоминаешь. Кого? Брависсимо.
Вы манкурты. У вас национальность манкурт. Хочешь табаки? Так дело в том, что украинцы... А ты сам кто? Я русский. Русский. Да, и документ есть. Могу показать. Могу показать. А ты не... Покажи. Покажи. Военный билет документ? Нет. Как это нет? Документ. Ну, военный нет. билет. Ну, Ну как это нет, малыш? Так у меня есть Смотри. военные билеты Украины, ну и что? Неси. Неси. Господи, блин. Неси. Сейчас мне вытаскивать... Я тебе показываю. Написано. Командный состав. Национальность. Русский. Понял? Печать, роспись. Это А документ. теперь скажи мне, кто такие русские? Скажи мне, кто Это такие те, русские? кто весь мир ставили в позу сломанной березы, освобождали от таких, как... Когда вы Никогда прогибались под иго фашистское. Мы прогибались? А да, кто? извини меня. 3 года Когда- полной оккупации. Давай СС возьмем- Галичина. СС Давай- Галичина где был подожди, сформирован? подожди, Из кого? подожди, слушай. Из Давай это кого самое, был сформировано вернемся- СС Галичина подразделение? Давай вернемся в 14 век. Или, допустим, Почему может 14 быть, век? раньше, в 13 век. Тогда вас Может вообще быть, ты не было знаешь об фамилии. этом? Так ты знаешь, что было в 13 веке? В 12 веке? Зачем далеко ты так копаешь? Ну почему? Я тебе говорю, вот. Я тебе говорю, вот. По время жизни наших дедов и прадедов. А мне наших насрать, отцов. что сейчас. Дело в том, что твой Что придурок, доказывает, блин, что ты манкурт? Ты твой манкурт. придурок Путин говорит, так подожди, я русин. Я русин. Так ты украинец или русин? Украинец это русин. Правильно? Серьезно? Да. Украина это русины. Скажи мне, как из Все, слова Украина, Русь? все украинцы это русины. Так что ж вы предатели-то такие? Какие предатели? Ну ты отказался. Быть От чего русином, отказался? и ты сказал, что я американец. Дело в том, что окей. Ты еще раз вырусин. говорю, Ты вырусин. Я был русином. Что значит Русин, то есть, был? как бы, Что значит был? я тебе Ты еще мог раз бы- говорю, что я ты мог бы родился. быть только родился, девственником, понимаешь? Ты был родился девственником. русином. Еще Подружился раз говорю, с этой, там, со Свицей. родился И все. русином. Я Нет. родился русином. Нет. Докажи. А ты кем родился? Докажи. Как доказать? Документ. Это как мне нужно Я не знаю, доказать, там чтобы лапы, что я хвост, родился уши. А как доказать это? Знаешь, он свидетельство о рождении, а как переводится с русского на английский это документ? Когда рождается ребенок, что ему выдается? На английском. Ну, Подожди, по-русски ты у не меня знаешь. роди- Ну, у меня- какой у меня английский, ребенок- ты чё? У меня ребенок Переведи мне. у меня ребенок родился в Украине. Переведи мне свидетельство Хорошо, о подожди, рождении. подожди. Если, допустим, ласточка родилась в свинарнике, она что, свинья? Нет, она ласточка. Ну, и ты говоришь, у меня ребенок родился в Украине, дальше что? А что тебе еще нужно об этом знать? Докажи мне, кто ты по национальности, где твои корни? Где ваши корни? Как это сделать? Кто ты по национальности? Ответь мне, я тебе поверю на слово. Еще раз говорю, что по национальности я украинец. Докажи. Как это доказать? Где прописано? Прописан в Нью-Йорке. Твоя национальность где прописана? В каком документе? Ты больной, что ли? Я тебе еще раз говорю, что Нет. я родился в Украине. Я родился в Якутии, я тебе что, блядь, якут? Нет, я родился в Украине. И но что? потом, после этого всего, я приехал в Америку. Слышишь, а вот если у тебя, допустим, папа казах, а мама молдаванка, но ты родился в Украине, ты украинец? Я украинец. Ты же в Украине? Ты родился в Украине, ты украинец. Охренеть. Не украинец, а украинец. А Украя все там живут. Российской Великой Нет, Империи. украинец. Фишка не в этом, слышишь?
А вот у твоего ребенка какая национальность? Американец. Национальность. Мама еврейка, мама еврейка. Да. Ты украинец. Мама еврейка по матери, потому что она, в принципе, понятно, на да. самом деле, она была крещенная в Украине. Ну все, мама еврейка? По маме Ну, она мама еврейка? Мама еврейка, да. Ты да. украинец? Да. А как бы ребенок стал американцем? Ну, может, это не твой ребеночек, да? Может, там твою Сарочку заприметил, красивый американец. А ты где-то в рейсе был в это время? Еще раз, мы родили ребенка в Украине. И что теперь? Да ты в сарае родить. В самолете. Международный перелет. О чем ты хочешь сказать? Я тебе объясняю. Ты знаешь, в правилах многих авиалиний, если ребенок рождается в самолете, он получает гражданство. Причем здесь самолет? И страны, откуда мой ребенок был рожден в Днепре. В реке. Русал или русалка? Какой в реке, блядь? В Днепре, в городе Днепр это либо мотоцикл, либо холодильник, либо река. Ну, если ты дебил, тогда ты ничего не понимаешь. Я ж не родился на территории Украины. Днепропетровск. Хорошо, Днепропетровск. Я тебе объясняю. Я родился в Якутии. Я якут? Ну да. Сука! С какого числа вечера? Ты мне объясни. Ну, потому что ты якут. Если ты родился в Якутии, серьезно? А если бы я родился в Германии, у наших многих военнослужащих дети рождались в Германии. А кто ты в таком случае, если, допустим, ты родился в Якутии? Но если у меня папа русский, мама русская, а я якут, да, это как? Ничего не понимаю. Ребят, меня слышно? Но ты же родился в Якутии. Меня слышно, ребят? Алло, меня слышно? Да, слышно. Я здесь. Я хочу видеть активность, блядь, чата нахуй у таежника. Да успокойся. Потел, блядь. Да подожди, дай я с этим разговариваю. Дай я с этим разговариваю. Просто объясни мне, а если вот допустим, да? Допустим, буряты. Да подожди ты. А если вот бурятская семья приезжает в отпуск на территорию Украины, буряты, знаешь, такие луналикие ребята, красивые такие все. И у них в Киеве рождается ребенок. И он украинец. Так? Китайцы приехали, туристы приехали в Киев. Поснимать прекрасный древний русский город. Вопрос, можете ответить? Да. Так он, допустим, он украинец. До свидания. Если что.